Моя деревня, где я родилась и прожила до окончания школы, находится в 60 километрах от Сыктывкара. Но я хочу рассказать про мою семью, не о себе. Как они проживали в войну. Это лихолетие. Я буду рассказывать со слов моей сестры, Тони, старшей сестры. Она мне поведала. Мой отец, Тарабукин Егор, ушел на войну сразу, как только началась. Мать осталась с 5 детьми. Все мало-мало меньше. Ой, дети... Самой младшей было полгода, а самой старшей 9,5 лет. Мама работала на ферме, но состояла в партии и часто отлучалась в Сыктывкар на совещание. Дети оставались одни. Иногда она задерживалась, и дети сидели в холодной хате и голодные, когда уже вся еда, которую мама оставляла для них, заканчивалась. Однажды мать уехала тоже на совещание, и запасы все закончились, и дети хотели кушать, плакали, просили кушать. Тоня была самая старшая и все думала о детях, как же накормить их. Наконец надумала спуститься в подвал, что-нибудь поискать. Но было уже весной, и в подвале было пусто. Но она все равно надеялась что-то найти. И нашла. В углу нашла большую редьку. Она эту редьку сварила и съели с удовольствием. Еще хочу рассказать один эпизод. В деревне сгорела школа. И моя мама пустила эту школу к нам домой, в летнюю половину отдала. И за это им давали буханку хлеба каждый день. И старшая сестра через лес за 4 километра ходила каждый день за этой буханкой. Возвращалась уже поздно ночью. Не ночью, поздно возвращалась. Но она так говорила, что никто никогда ее не встретил, никто не отобрал у нее эту буханку, хотя люди все были полуголодные. Отец вернулся с войны в 1947 году. Тогда уже, конечно, было полегче. Он на работу пошел на стройку новой школы. Вот, по словам моей сестры Тони, вот эта школа спасла им жизнь, потому что они имели возможность на буханку хлеба. Я очень волнуюсь. Поздравляю всех с великим праздником. Желаю здоровья, счастья и добра. Все.